Министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, полномочный представитель президента в СКФО Сергей Меликов и заместитель министра Эдес Байсултанов прибыли в республику еще накануне. Рабочий визит сегодня начали с мемориального комплекса «Аллея славы». Гости возложили цветы к мемориалу памяти первого президента, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Для них провели экскурсию по комплексу и показали воссозданный рабочий кабинет первого президента. Это последний документ распоряжения от 6 мая 2004 года. В этом распоряжении Ахмат Хаджи Кадыров отбывает служебную командировку в Москву, но через 3 дня, 9 мая утром, он утренним рейсом вылетает в город Грозный, чтобы встретить парад участников Великой Отечественной войны и военных. И вот символизирует факт, посмотрите, обратите внимание на циферблат, что в приемной, что в рабочем кабинете, они показывают одно и то же самое время, 10 часов 35 минут, тем самым символизирует, что именно в этот момент перестала диктатура нашего лидера. На улице Рамзан Кадыров встретил одного из воспитанников кадетского корпуса, который раньше стоял на учете комиссии по делам несовершеннолетних. Тогда мальчик около месяца провел в Центорое, где его воспитанием, как и других трудных подростков, занимался сам глава республики. О, нормально? Учет. Резвый? Мой друг, хулиган был высшей категории. Сколько тебе лет? 14-15 исполняется. Кем будешь уже? Уже придумал, кем будешь? Кем? Дальше. Какой УС? Он на учете стоял. Он такой наглый, шустрый. Вот такой маленький был. Я говорю, его что вы поставили на учет? Я говорю, оставьте его. Ну, сейчас самый хороший парень, он сам воспитывается. Это нормально все. Я скажу, не все хорошие милиционеры имели пятерку. Полпред президента России в СКФО встретился сегодня с представителями общественности Чечни. В президиуме вместе с Сергеем Меликовым министр России по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, глава Чечни Рамзан Кадыров, глава Дагестана Рамазан Абдулатипов и заместитель министра спорта страны Юрий Нагорных. Прежде чем приступить к повестке дня, полпред поздравил чеченский народ с 12-й годовщиной Дня Республики и проведением в Чечне 5-го юбилейного фестиваля культуры и спорта народов Кавказа. Сама встреча была посвящена вопросам внутренней политики, развития гражданского общества и его проблем. Северный Кавказ, как заявил Сергей Меликов, у некоторых соотечественников до сих пор вызывает негативные чувства. Пора окончательно избавляться от ложных стереотипов. Нам сегодня надо всем вместе провести очень важную работу и снять те ярлыки, которые на Северном Кавказе, к сожалению, прикреплены ко многим субъектам, в том числе и к Чеченской Республике, в том числе и к Дагестану. И ярлыки эти абсолютно необъективные и на сегодняшний день вредные, они больше вредят сегодня нам, чем дают нам возможность развиваться. И вот тот форум, который у нас прошел в Пятигорске, Машук, те игры, которые идут сегодня, они как раз развенчивают вот эту неблагоприятную атмосферу, в которую нас еще пытаются вовлечь, в том числе наши друзья, так сказать, за рубежом, которым это выгодно и интересно. И, к сожалению, некоторые деструктивные силы поддерживают их на территории Российской Федерации. А мы сегодня настолько открыты, что мы открыты даже для Донбасса, мы открыты для Луганска, мы открыты для Крыма. Причем Кавказ открыт, может быть, даже больше, чем другие субъекты. По крайней мере, из разговора с теми людьми, которые имеют статус вынужденных переселенцев, понимаешь, что здесь их встречают намного откровенней и приветливее, нежели в каких-то регионах. Но они сюда приезжают уже с мыслями, что их здесь на 3-й день должны похитить, на 4-й день отправить на какой-то мнимый кирпичный завод, вот, а на 5-й день продать куда-то там в рабство в Среднюю Азию. Кто-то же им тоже эти ярлыки перед ними выставил, кто-то их тоже в этом плане неправильно воспитан. И вот сегодняшняя ситуация у нас здесь, в субъектах, она как раз и призывает нас к тому, чтобы мы все республики Северного Кавказа, наш Ставропольский край, объединили, так сказать, под одну крышу, объединили под одну идею, объединили под одну мысль, что мы единая общность, мы все единое государственное целое, мы все представители Российской Федерации, мы все патриоты этой страны, и мы все должны шагать в одном направлении, мы все должны шагать в ногу, в плаве укрепления единства, потому что желающих нас разъединить на сегодняшний день очень и очень много. Здесь, в Чеченской Республике, можно сказать, что за короткий срок республика достигла впечатляющих результатов. И опять же, те, кто говорит, что сегодня республика дотационная, и благодаря этому она пришла к тому, что она сегодня имеет, это абсолютно неправильно. Она пришла к этому благодаря вот этому человеку, портрет которого в этом зале мы с вами имеем.
Это небывалое гражданское мужество Ахмад Хаджи Кадырова было необходимо для того, чтобы признать в присутствии всего народа определенные ошибки, допущенные иным руководством, сказать людям, что мы сегодня начинаем новое измерение, сказать, что мы сегодня даем старт новой идеологии, сказать, что мы сегодня должны пересмотреть свое отношение к России и в конечном счете прийти через 3 года к референдуму, на котором все проголосовали за безусловное нахождение Чеченской Республики в составе Российской Федерации. Тогда, когда гораздо легче было заработать себе политический и иной авторитет на фоне тех процессов, которые происходили. Как многие это и сделали. Но этих многих уже нет. Мы этих многих уже и не помним, потому что мы относим их к разряду иных исторических, в кавычках, деятелей. А этого человека мы будем помнить всегда, потому что это он именно развернул вспять те процессы, которые могли Чеченскую Республику, а вслед из-за Чеченской Республики весь Кавказ завести в пропасть. Было очень страшно. И по большому счету 2 лидера, которые смогли объединить свою деятельность в плане прекращения этого шабаша, этого, значит, безумия, которое здесь происходило, они сегодня достойны величайшего уважения. Но один достоин, к сожалению, уважения в нашей памяти, а второму мы все с вами должны выказывать безмерную поддержку, потому что это именно им мы благодарны должны быть за то, что сегодня мы сидим вот в этом зале, на территории этого красивого города и на территории республики, которая сегодня является одной из самых безопасных. Выстоять против натиска внешнего врага, по словам полпреда, можно только сообща. Регионам СКФО и всей стране необходимо объединиться и вместе бороться против деструктивных сил, которые заинтересованы в развале России и всячески пытаются на почве межэтнических и межконфессиональных отношений расшатать нашу огромную страну. Нередко в этом противостоянии используется такой важный инструмент, как СМИ. Зачастую СМИ просто используют ложь, я бы сказал даже подлость в некоторых вещах, которые на страницах выплескиваются на странице. И эта ложь, она, безусловно, очень деструктивно влияет, негативно сказывается на взаимоотношениях, которые развиваются или должны позитивно развиваться внутри гражданского общества. И в этом отношении мы с вами не должны оставаться в стороне. С этой целью мы в этом году проводим форум средств массовой информации СКФО. Создана ассоциация СМИ Северного Кавказа, и нам бы хотелось укрепить позиции, наши позиции, гражданские позиции, общегосударственные позиции в средствах массовой информации. Вопрос межнационального и межконфессионального взаимоотношения народа в России интересовал и представителей общественности. В Чечне, хотя абсолютное большинство населения исповедует ислам, прямо в центре Грозного функционирует храм Архангела Михаила. Планируется строительство синагоги. Но почему-то в ряде регионов России, где проживает достаточно много мусульман, нет даже одной мечети. И отношение к ним, мягко говоря, недружелюбное. Хотя все мы и являемся гражданами одной страны. Я чеченец, я приезжаю в Ставрополь, к тебе относятся, как, извините за выражение, к второсортному. Это бывает не совсем приятно. В то же самое время, когда возникает необходимость в том, чтобы, например, когда необходимо спасти журналистов, которые находятся в плену у службы безопасности Украины, тогда чеченцы всегда находятся. Почему такое отношение именно к представителям Дагестана и Чеченской Республики, мне это, если честно, не совсем приятно. Я бы первым, наверное, сегодня привлек к ответственности, к административной, к общественности, если надо, к уголовной, того, кто произнес фразу «лицо кавказской национальности». К сожалению, вот это вот понимание второсортности, оно на самом деле еще присутствует и не только в Ставрополе, а, наверное, и в Саратове, наверное, и в Самаре, наверное, и в Москве. Это то, о чем я говорил, это тот ярлык, самый главный, который на сегодняшний день на кавказцев повесили. Его надо снимать. Поверьте, мы тоже ищем пути для того, чтобы все вот эти проблемы исчерпать. Я думаю, что вместе, только вместе у нас это получится. Свою точку зрения по этому вопросу выразил и глава республики. Рамзан Кадыров считает, что толерантность и патриотичность – вот залог крепкого государства, где могут ужиться все, вне зависимости от вероубеждений и национальности. Чеченская республика тоже многонациональная, многоконфессиональная. У нас большинство проживает мусульман, но у нас в центре стоит и церковь стоит, и мы строим в Наурском районе, в Сунжинском районе, в Удармесском, в Шелковском. Мы относимся одинаково. Вот Ставропольский край, вот отдельное государство, что ли, там, значит, даже в Европе строят, мечети строят, там, и в Западе, и в Америке строят, и в Израиле строят мечети. Я построил в Израиле мечеть недалеко от столицы их.
имени нашего первого президента, красивая большая мечеть там, и нас принимали с удовольствием. И то, что руководитель субъекта не работает, он не может найти общий язык с теми, кто проживает на этом регионе, это его вина, значит, это он не состоялся. Мы должны вести такую политику, он должен дать все условия, равноправные условия для всех жителей его региона. Тогда Россия станет сильнее. Вот когда необходимость есть, мы призываем всех и должны призывать. И сегодня около 30 миллионов мусульман проживает на территории Российской Федерации. Хотим мы, не хотим, мы должны создавать для них условия. Это в первую очередь Дом Всевышнего, мечеть, храм. Вот, знаешь, и если мы будем отходить, не отвечать конкретно на этот вопрос, то это завтра станет вопрос, знаешь, который мы вынуждены будем отвечать. А сегодня мы можем с удовольствием, знаешь, ответить и решать их вопросы. Вот представьте, если мне завтра скажут, выйдет там 100 тысяч человек или 200 тысяч скажут, уберите там церковь с центра Грозного, нам он мешает. А что, я должен убрать церковь, что ли? Или я не должен помогать христианам, которые проживают на территории Чеченской Республики? Еще когда я стал председателем правительства, я дал первое поручение очистить полностью кладбище христианское. Там мусульмане белили, красили, убирали. А почему не брать пример с нас другим? Нам руководство государства заявляет, что надо помогать строить мечети. Когда он встречается с духовенством, президент, верховный главнокомандующий, мы все слышим, что он дает соответствующие поручения. И этот вопрос поднимали. Раньше одно говорили, сейчас другое. Танцевать это не преступление. Еще Великая Отечественная война была. Лезгинку танцевали, дух поднимали всем. Махмуд Эсамбаев везде танцевал, ходил, он стал гражданином мира. Он первым всегда танцевал лезгинку. Руководство государства нам говорит и дает правильный путь. Мы должны жить все вместе, и тогда мы станем сильнее. Я искренне верующий мусульманин, я знаю, что если мы хотим жить мирно, дружно, чтобы мусульман не трогали, вот наши западные там друзья, там в кавычках, вот, не использовали нас, мы должны создавать для них условия. Мы же не говорим из бюджета выделять средства, мы не говорим какие-то давать льготы. Мы говорим, дайте, мы выкупаем участок, мы сами им строим мечеть и сами будем вести правильную идеологию, там, значит, правильную идеологию среди мусульман. Это есть духовно-нравственное воспитание. Мы можем свободно, обосновывая хадисами пророка, саллаллаху алейхи, и аятами из Корана, доказывать сегодняшнюю правильность курса нашего президента, руководства государства. Если мы будем работать, если у нас будет правильный подход, я думаю, что в ближайшем будущем мы покажем все самые лучшие результаты в экономическом, политическом, духовном отношении. У нас есть для этого хорошая команда с полпредом, с министром, и мы, главы субъекта, должны над этим работать. Сергей Меликов отметил активное участие чеченских ребят на ежегодном всекавказском молодежном форуме «Машук», который проходит в Пятигорске. На Машуке я бы хотел сказать, что очень себя неплохо зарекомендовала чеченская делегация. Все кураторы и преподаватели отмечали чеченскую делегацию как одну из самых дисциплинированных и ответственных. В этом году ребята активно участвовали в подготовке самого форума. Республику представляли 6 кураторов, а также 5 сотрудников группы контроля. На встрече прозвучал вопрос, как власти борются с безработицей. Министр по делам Северного Кавказа сказал, что соответствующие меры государство прилагает, но в одночасье решить эту проблему невозможно. Прежде всего, по мнению Льва Кузнецова, необходимо перестроить систему образования, повысить качество знаний и готовить квалифицированных кадров, которые всегда и везде востребованы. Мы, как министерство, анализируем рынок труда всего нашего Северокавказского федерального округа и в разрезе социальных профессий, потому что нам не хватает у нас сегодня, это не секрет, и врачей, и медсестер, и средних специалистов. Сельское хозяйство, с учетом, опять же, чего я сказал, потенциала импортозамещения. Мы, опять же, проводим сегодня политику по возрождению наших предприятий военно-промышленного комплекса, ищем точки роста в других отраслях. И под это как раз и будем настраивать систему образования. Наша политика и уникальность региона заключается в том, что мы можем обеспечивать не только собственные потребности, но мы можем сегодня закрывать то, что нужно в целом Российской Федерации. Мы, с одной стороны, как государство, будем давать четкие ориентиры, создавать достойные, притом не только высшее, среднее, специальное, высшее учебное заведение. Нам нужны сегодня профессионалы,
как государству, в первую очередь, в бюджетной сфере, но очень важно, чтобы вот вы были теми, кто и тоже дает правильные ориентиры, и активно участвует в том, чтобы система образования у нас получала адекватную оценку. И через эту оценку ребята получали правильные ориентиры. Мы будем создавать центры по переквалификации для того, чтобы дать возможность именно сегодня быть компетентным по те вопросы, которые существуют. Поэтому здесь много факторов. Ну и будем еще поддерживать механизм малого и среднего бизнеса, что очень тоже важно, потому что у нас активно туристическая рекреационная часть будет создаваться. Это большая цепочка малых предприятий. Поэтому здесь от вас тоже нам будет нужно и активное предложение, участие в совершенствовании системы предоставления грантов. Чтобы, если уж грант попадает малому и среднему бизнесу, то он реально способствовал, что этот бизнес встает на ноги, крепчает и, соответственно, через это дает возможность реализовываться и экономически, и социально, соответственно, и все остальное. Интересовались и тем, почему в такой многонациональной стране, как Россия, до сих пор нет профильного министерства, которое напрямую занималось бы этими вопросами. В этом отношении не суть в том, как министерство называется. Суть в том, какими полномочиями министерство федеральное наделено. На сегодняшний день подобными полномочиями наделено министерство по региональному развитию. Наделено министерство по делам Северного Кавказа. Лев Владимирович представляет именно федеральное министерство, которое в том числе в сфере экономики и социально-экономической политики, тоже призвано регулировать вот эти вот моменты, вот эти отношения. На сегодняшний день, мне кажется, достаточно эффективно работают те структуры, которые уже созданы в правительстве Российской Федерации, плюс те аппараты полномочных представителей президента Российской Федерации, которые тоже наделены, полномочиями, связанными с вопросами развития, укрепления межнациональных отношений. Последний вопрос, который поднимался на этой встрече, касался российской армии. Почему в последнее время срочников из Чечни не призывают? Полпред развеял все слухи, которые муссируются на эту тему. Никакой межнациональной подоплеки в этом нет. Просто сокращением армии пришлось сократить и число призывников. Вот и все. На самом деле содержать 3,5-миллионную армию в 2/3 не имеющую в своем составе боевых соединений и воинских частей государству было тяжело и нецелесообразно. Поэтому была проведена на протяжении 6 лет вот эта военная реформа, и вооруженные силы сократились практически на 2/3. На сегодняшний день Генеральным штабом пересматриваются возможности по определению смешанного способа комплектования для вооруженных сил. При этом основные боевые части, в том числе выполняющие задачи за пределами Российской Федерации или в зонах боевых действий, будут комплектоваться исключительно по контракту. Воинские части боевого и иного обеспечения будут комплектоваться по призыву. При этом Генеральным штабом должны быть разработаны расчеты по пропорциональному призыву молодежи, в том числе из различных субъектов Российской Федерации. Слово взял и глава Дагестана. Рамазан Абдуллатипов поделился своим взглядом по поводу укрепления межэтнических отношений и как научиться жить в мире и согласии. В России, в Чечне, в Дагестане за 90-е годы создали среду, я его называю токсичной средой, которая воспроизводила бандитов, развратников, воров, негодяев и так далее. И сегодня самая главная задача – это изменить эту среду. И чтобы эта среда была формирована на основе нашей традиционной культуры, нашего традиционного понимания морали, уклада жизни, порядка в жизни и так далее. Вот тогда все остальные отношения восстановятся. Глава Дагестана привел в пример Чеченскую республику как регион, в котором уже удалось достичь больших успехов в этом деле. Необходимо воспитывать здоровую, умную и конкурентоспособную молодежь, которая сумеет построить достойное будущее. Вот посмотрите пример Чеченской республики. Вот то, что сделано было моим другом, покойным Ахмад Хаджи Кадировым и его сыном. Я в 96 году здесь проводил молодежный форум Ассамблеи народов России. Или в 98 году, по-моему, да? Вы знаете, мы с Ахмад Хаджи не могли найти здание, где можно провести заседание. Мы нашли единственное здание, это Чеченэнерго, и там провели это заседание. Ни одного живого дома не было.
И я сегодня, когда ехал с дагестанцами сюда, я говорю, слушайте, ну неужели нам тоже надо все разрушить до основания, а потом уже построить нормальный город? Все, что делается в Чечне, делается качественно. Все, что делается в Чечне, делается на основе своих традиций, российских законов и своей веры. Эту встречу можно назвать еще одним шагом на пути укрепления и развития межнациональных отношений и решений актуальных проблем. По завершению этой встречи глава республики попрощался с гостями и поблагодарил их за то, что нашли время и нанесли визит в Чеченскую республику. Магомед Салтумрадов, Магомед Мударов и Абубакар Зубайраев. Новости 7.